Меморандум между кандидатами – это скорее джентльменское соглашение, нежели официальный документ. Юридической силы он не имеет, но претенденты на мандаты таким образом договариваются бороться открыто и честно. Все участники выборного процесса должны соблюдать этические и моральные нормы, вести агитационную работу без использования грязных технологий по отношению друг к другу. Сегодня в церемонии подписания участие приняли около 80% кандидатов и их представителей. На сегодняшний день за место в Джохор-Кукенеше борется 51 претендент. Сам факт подписания, он указывает на готовность кандидатов проводить свою избирательную кампанию в рамках закона на принципах взаимоуважения, на принципах честности, вообще к этому выбору, да? Как известно, выборы в парламент 28 ноября прошли по новым правилам. Депутатов избирали по партийной и мажоритарной системам. Бишкек был разделен на 4 одномандатных округа. В среднем один округ должен был насчитывать около 100 тысяч избирателей. Таким образом, для баланса некоторые участки из Ленинского и Октябрьского округов были присоединены к Первомайскому и Свердловскому. Всего по 2 округам на сегодняшний день 120 избирательных участков. 11 избирательных участков с Ленинского района были присоединены к Первомайскому избирательному округу. А в Свердловском избирательном округе общее количество на сегодняшний день составляет 60 избирательных участков. Из них 2 участка были присоединены из Октябрьского округа. Количество избирателей составляет на сегодняшний день, согласно по контрольному, 104 711. И из 2 участка, которые с Октябрьского были присоединены, это количество избирателей составляет 2991. 8 февраля Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов провела жеребьевку по определению очередности кандидатов в избирательном бюллетене на повторных выборах депутатов Джохор-Кукенеша. В тот же день было распределено бесплатное эфирное время. Его предоставит 5-й канал. Согласно закону, время должно приходиться на период, когда теле- и радиопрограммы собирают наибольшую аудиторию с 20 до 24 часов. Теледебаты на 5-м стартуют сегодня в 21:00. Каждому кандидату предоставляется по 15 минут. Бишкек шаар боюнча 1 май жана Свердлов райондор боюнча кайра шайлоо болуп жатат. В Бишкеке по Первомайскому и Свердловскому избирательным округам проходят выборы депутатов Джохор-Кукенеша. Эфирное время предоставляет только 5-й канал. С 9 февраля начались индивидуальные выступления кандидатов, а с сегодняшнего дня стартуют теледебаты в прямом эфире. Мы надеемся, что наши зрители, посмотрев выступления кандидатов, сделают правильный выбор. Отметим, президент также подписал указ о назначении выборов в некоторые местные кенеши в Чуйской, Ошской, Джалалабадской, Нарынской и Сыкульской областях. Они пройдут 10 апреля. По информации Центра избиркома, выдвижение кандидатов завершится 28 февраля. Документы от претендентов будут приниматься до 21 марта. До 19 февраля будут образованы единые одномандатные округа. Агитационная кампания выборов народных избранников в городские кенеши начнется 11 марта, в аильные 21 марта. Алия Рашева, Талас Аманбеков, 5-й канал.